Я понимаю ваш интерес, но давайте я отвечу таким образом, что руководствуясь принципами тайного голосования, я сделал свой выбор и надеюсь, что этот выбор послужит будущему укреплению и развитию нашей страны. Артем Эдуардович, 2 бюллетеня, 2 урны. Как прошел процесс голосования? Не было ли путаницы у вас лично? У меня лично путаницы не было. Бюллетени понятные. В принципе, проблем с регистрацией, с получением бюллетеней, с голосованием нет. Все меры безопасности и предосторожности с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации тоже соблюдены. Люди голосуют, и надеюсь, что эти выборы пройдут открыто, прозрачно, и буквально к концу дня мы уже будем видеть предварительные результаты. Возникают технические сбои, но оперативные группы работают, все ответственные сотрудники находятся на рабочих местах. Скажите, в случае дестабилизации, как после прошлых парламентских выборов, если будет такая же ситуация, власти какие меры будут предпринимать? Я надеюсь, что дестабилизации не будет, потому что больших фактов нарушений на сегодняшний час у нас нет. На вчерашний день был 61 сигнал. По каждому из этих сигналов ведется соответствующее расследование, зарегистрированы материалы и в едином реестре преступлений и проступков, и по линии МВД. Потом все случаи проверяются. Правительство со своей стороны готово к возможным провокациям, но, пользуясь этой возможностью, я тоже призываю всех кандидатов, которые участвуют в предвыборной гонке, признать результаты, какие бы они ни сложились, проявить политическую волю, политическую ответственность, прежде всего перед страной, перед гражданами, для того, чтобы у нас сохранялся мир, спокойствие, и люди могли завтра, так же как в обычные дни, пойти на работу и заниматься своими повседневными делами.